замужества я увлекалась цветами, это были искусственные цветы, тоже букеты. Я стала собирать именно композиции из мыльных роз. Это различные букеты, там не только розы, также используются там ромашки, есть другие цветы, как камелия. И я собираю уже букеты, они всегда бывают разные, большие, маленькие, и цветовая гамма тоже очень разная. Здесь получается мыло, когда еще совсем теплое, и когда формируется сам лепесточек, да, можно подкручивать эти лепестки уже так, как тебе хочется, и придавать форму. И, так скажем, ту технику этого мыльных роз, которую выдумали, да, и специалисты, да, скажем, настолько близко подошли к этому, что вот на самом деле очень тяжело отличить эту розу от настоящей. И на самом деле люди, которые на сегодняшний день мало слышат о мыльных розах, очень часто их путают с настоящими. Люблю заниматься вот чем-то таким красивым, да, необычным, и я увлекаюсь этими розами, букетами, и в основном занимаюсь в свободное время, так как дети, да, и больше с детьми занимаешься в дневное время, я больше на цветы уделяю время уже, так скажем, когда детей уложу спать, больше в ночное время. И вот за букетами, за созданием очередного какого-то букета я, можно сказать, немножко отдыхаю, да, в этом процессе. И получается, делаю уже, собираю вот букет. Если вдруг у меня есть знакомые, да, которые, если хотят такой букет для себя или кому-то подарить, просят, и я уже по просьбе своих знакомых собираю букетик. Опять же, по желанию, да, учитываю желание человека тоже, какого цвета хочется, какого объема.